течение полгода с Приморье была создана комиссия, все управления, были директора управления, начальники. Мы выехали, определили место, сформировали землю и вынесли на аукцион. Также и на сайте у нас публикация была всегда, внимание, аукцион. Земля вынесена была, аукцион не состоялся, по причине не было желающих строить бойню. Со стороны Приморья все, что нужно было, мы сделали. Уже это остальное дело уже либо бизнеса, чтобы бизнес помог построить, либо выше. Мы Приморье не в состоянии построить сегодня будет. Что с нашей стороны нужно было, мы сформировали, вынесли на аукцион. Участок есть, сформированы, готовы. 60 сотков земли. Где это? Район. Это возле автодрома, если знаете, прямо угловое здание. Как раз, между прочим, я тоже там хотела Ну, сказать. это определил состав комиссии, там и санэпистанция дала добро, и МЧС, и управление пищевых продуктов, был весь состав комиссии. Были со стороны представителей бизнеса, но их это место не устроило. Они предлагали в другом месте. В том месте санэпистанция была. Чтобы разрешили нам, как бы уже за 2 мы забивали дома. Нормально, чисто все, построили нормально, как бы. Вот Гергер знает, мясо приводит нормально, чисто, что. Какой проводит, когда это больно будет. Вот с первого числа не разрешают брать чужие резать нам. С понедельника уже не приводят. Разница в чем? Ну так, с первого числа имеется в виду. Разница очень большая. В том, что они, как говорили, люди думают, что нельзя в домашних условиях. У нас у многих есть построенные мини-бойни, домашние бойни. Дело в том, что мы забиваем не в большом количестве. Мы забиваем, допустим, сутки в день в одной единице. И если бы мы забивали в домашних условиях сутки 5, 8, 10 единиц, да, это проблематично для соседей, для окружающих, это может где-то что-то. Но надо учитывать то, что у нас есть условия, у нас есть и канализация, у нас есть и плитка, у нас даже есть в единичных случаях у людей, у кого есть даже кондиционер стоят. Если надо на то, чтобы мы и это сделали. Просто вот эта вся мелочь должна учитываться обязательно. Что в одной единице при забое в домашних условиях там уходит, допустим, 50-100 литров воды, и если имеется канализация, даже можно составить какую-то комиссию, чтобы просто проехаться, допустим, за 2-3 дня, проверить каждого продавца павильона, проверить условия. Пускай создадут как-то комиссию, пускай это Если жалоба, если каждую мелочь фиксировать. Если будет нарушение, мы нарушим по сами. Мы установим кондиционер, мы установим, что, допустим, там не хватает. Но учитывать самое главное то, что мы забиваем в одну единицу. В неделю, допустим, уйдет забой 2-4 головы образно. Я считаю, что больших нарушений нет. Самое главное, чтобы была организация, самое главное, чтобы были условия. И после забоя в домашних условиях мы завозим это мясо на рынок. Это все строго проверяется. У нас в течение этого полгода, потому что нам дали срочку, не было ни одного нарушения. И до этого, год за 2, за 3, всегда, сколько мы работали, не было таких нарушений, чтобы где-то была зафиксирована какая-то чума или где-то что-то, или как там, не дай бог. То есть ваше предложение? Наше предложение составьте комиссию, проверите, пускай в домашних условиях, как мы в домашних условиях. И пускай эта же комиссия, одну секунду, пожалуйста, пускай эта же комиссия направится в те регионы, куда хотят отправить нас. Обязательно, обязательно. В те регионы, куда хотят отправить нас. Это Казакле, это Все забойные пункты. Да. Пускай проверят те забойные пункты, и потом пускай проверят у нас. Там закрывается 20-30 голов. Извините, выражение за выражение грязи. А у нас пускай посмотрят, как они приходят нам сегодня. Павильон в забитом виде, как они считают, чтобы мы привозили такое же мясо. Это, мне кажется, даже не надо, это невооруженным глазом можно заметить. Все прямо на лицо на столе будет лежать. Так что это неправильно. Так как мы работали, как Все мы понятно. сегодня... Давайте сейчас дадим слово еще вот советники, кто в этом деле соображает, у кого хорошие есть предложения. Пожалуйста. Я немножко имею отношение к этому делу. Дело в том, что то, что вы рассказываете, очень хорошо. Хорошо рассказываете, но рассказывайте тем, которые не имеют абсолютно к этому никакого отношения. Ну, поэтому должны рассказывать. Можно сутки рассказывать им, и это ничего не поможет. Вопрос в другом. Дело в том, что я вам откровенно скажу, ко мне подошли, здесь вопрос идет то же самое, что большие магазины и маленькие магазины. Ко мне подошла с фирмы 2 болгара, хозяева Волкорешской фирмы, там 35 тысяч. Они мне четко сказали, убирай их всех отсюда. Я вот арендую весь зал, и на этом
Конец. Короче, его желают, одним словом, его желают. Я ему объясню. Я ему... Вы будете говорить... Они с таблетками, которые выращивают. Вы будете говорить, не слушайте. Я им сказал. Я говорю, мне это, конечно, удобный вариант, но завтра, если ты найдешь варианты вагонные поставки или машинные поставки в России, ты уедешь, и вот эти люди, потом я должен буду искать. Поэтому пускай будет не хуже, но будет так. Вопрос в другом. Я не сомневаюсь, что те люди, чтобы они пошли дальше по своей цели, они заходят в Кишинев, везде заходят, и естественно, срабатывает их это через кого-то. Главный Вопрос в другом. врачей. Вопрос в другом. Убивает не рынок, убивает их всех, убивает Химия. крестьянина. Если вот крестьянин мог бы телефоны, компьютеры делать, что-то другое, бог с ними. Но он, кроме выращивания свиньи, больше ни на чем не может заработать. И его убивают. Вопрос в другом. Я проехал по всем районам юга Молдавии. Пожалуйста, езжайте в области Чемишли. 2 бойни, авторизированные, точно такие, как у них. Они не в Чемишли. Просто тот врач, наверное, я не знаю, истинный врач, который посчитал, что да, я могу авторизировать. И он авторизировал эту бойню. Есть такие. 2 штуки авторизированы, дома авторизированы. У нас, я не знаю, с каких соображений, но нет и все. Нет, вопрос в другом. Я проехал везде. Это самое, в Кантемире точно такая же ситуация. В Лёва то же самое. Нигде тут по советским снимкам еще было, что если мясокомбинат строить, надо строить где-то 300-500 метров. Там мясокомбинат и 3-5 голов забивать, это разные вещи. Я подхожу до специалистов, спрашиваю, дайте мне снимок, дайте мне документы, где показано, что 300 метров. 300 метров. И мы решили, как мясокомбинат. Ну а как выйти из ситуации? Поэтому, конечно, власти должны вмешаться. Я думаю, что тем более, что кто-то из вас, я не знаю, мне не говорят, что Приморье сказал, что построят бойню. Борис такого сказал. Им дали срок, Мы когда были у Башкана. но им дали полгода на раскручивание. Да. Вы ровно буквально месяц назад за эти полгода только вынесли на аукцион. А когда строительство? Георгиевич, во-первых, мы вынесли на аукцион его... Весной еще. Нет, у нас шло сначала формирование, создали комиссию. Эта процедура заняла сколько заняла. Мы сразу после обращения граждан начали работать. Покажите мне одного строителя, кто бы за 2 месяца мог бы это все сделать и пустить его в эксплуатацию. Покажите одного строителя. Полгода это мало, да. Мы сформировали, вынесли на аукцион. Поэтому я считаю, сколько времени процедура заняла. Поэтому я считаю, что Приморье, что вправе, что может в его силах, принять решение, выйти с ходатайством сельхозом, чтобы продлить хотя бы на год-полтора. Я думаю, что коль те завели уже, что убойные пункты, в Европу жили. Может быть, через 1,5 года или сейчас кто-то на страну вернуться. Хотя бы 1,5 года дать на раскручивание. Если Европа уже пойдем, Европу большими шагами, эту бойню надо будет строить. И мало ли что, кто-то построит. Но дать ему хотя бы 1,5 года, чтобы... Пока то тобой не будет строить. Выйти с предложением на... Из полгода надо в министерство. Выйти с предложением управления ветеринарии. Защита. Я думаю, что в наших силах другого нет. Другого нет, как выйти с ходатайством, разрешить до строительства, что Приморье обязуется там найти инвестора, то есть найти кого-то. Есть такая вот эта бойня, есть. Ну найти что-то надо найти. Что разрешают? Да. Ну, есть такое. Я понимаю, что Создать ассоциацию и построить вами. Может, тоже вариант хороший. Для себя построить. по крайней мере, выйти с ходатайства, это наши силы. Создать комиссию. Вместе с санэпидслужбой, вместе с инстанциями. Нас, допустим, собрать, сколько человек конкретно можно подойти, сделать официальные документы и пригласить персонально, допустим, пускай эта комиссия в день обойдет хотя бы 2-3 наших частные мини-бойни дома. Пускай проверят, в каких условиях мы работаем. Хорошо? А потом пускай идут дальше в этом. Мы узнаем, если в Чемишли вы говорите, что дома разрешили, значит, у нас закон один и тот же по всей стране. У нас не имеет значения. То есть Чемишли это или надо найти ветеринарного врача, который согласился бы. Потому что сегодня, если у вас дома забивается рядом
жилье, одно другое, если не дай бог будет что-то такое, то кто дал разрешение? Примар или совет или кто? Ну, я, к примеру, говорю о том, что для этого есть спецслужбы, есть ветеринарные врачи. Да. Не все дороги идут к примарию. Пенсии мы не выдаем, то есть мы помогаем людям, надо, мы обратимся, вопросов нет. Землю бесплатно, никаких проблем нет. Все это мы сделаем. Да. Вы понимаете, прекрасно, эта система давит, убивает население. Поэтому мы выделили землю и идем по этому пути. Просто нам слушать горло и нам перебивать кислород. Нельзя. А из-за этого страдать... Пожалуйста, предложение советника. Мы тоже самое думаем. Здесь нужно самое главное решить, чтобы люди дальше работали. Я так понимаю, а это внутренние вопросы примарии и того же рынка. Поэтому я поддерживаю Георгия, что надо выйти с предложением исполком. Если надо и министерство выйти, чтобы продлить хотя бы на год-полтора, чтобы люди работали. А там уже решат остальные вопросы. Потому что здесь решается завтра, послезавтра закроют это все. И вы будете решать, а они не будут где работать, не смогут где работать. Самое главное, что продлить, и вот первый вопрос, остальные, я думаю, производят. Пожалуйста, дополните. Я чуть-чуть дополню. Я вам скажу, что здесь самое главное все равно упирается в политику. Как ни крути. Да, ваша политика, точно. И что ты говоришь? Исполком, Дикынды, всегда исполком нес всю ответственность за состояние района. Если он несет всю ответственность, значит назначает не вот этого врача. Но дело в том, что этого врача назначает Кишинев сейчас. И исполком сейчас Ирина, вы пойдете, Ирина, она не может ему ничего сделать, потому что она подчинена совсем другой партии. Георгиевич, тут ситуация такая, что к врачу не надо идти. Может быть, какие-то средства выделить исполком. Сегодня есть там отдел кап-вложения. Врача назначал Кишинев. Что, о чем говорите? При вас. Пожалуйста, Степан. Застойные времена. Кроме обращения мы ничем не можем помочь этим людям. Поэтому, конечно, было бы правильно все создать группу, даже может быть надо выдать комиссию, чтобы мы могли это заявление правильное обращение сделать. И обратиться в первую очередь в народное собрание исполком, потому что сегодня это 70 человек, которые уже подписали, получается 70 семей остаются без средств существования. Также я был на одной из этих бойн, когда это все начиналось, я был на одной из бойн одного человека дома. На этих бойнях у них, в этих людей дома, условия намного в 10 раз лучше, чем на этих бойнях, которые вот надо города. Там грязь, пыль, крысы и все остальное. У человека дома, человек это его, он дома за этим следит, он дома это строит и красиво делает. Там и кондиционер, вода, канализация, столы, все как надо. Поэтому единственное, что это может сделать, это обратиться, потому что это житель нашего города. Это мы даже... Все понятно, Степан. Уважаемый советник. Полтора года снова вернемся к этому вопросу. Уважаемый советник, есть у кого-то другое мнение, которое озвучил Георгий Георгиевич, Константин Георгиевич и Степан? Если есть другое мнение, поднимите руку, скажите. Если то же самое, наверное, тут нету людей, которые бы не поддержали вас. Это понятно, как даже... Теперь вопрос остается. Вы написали тут «творится вокруг нас». Вас что, сегодня проходит те полгода и опять начнут вас штрафовать, да? Штрафуют. Вот огласуйте, чтобы все слышали это, здесь телевидение. С 1 числа, то есть, да. Если начинают штрафовать, я так понял, что 500-600 человек будет возле примарии и исполком. Заявление так гласит. Давайте, если мы успеем до 1 числа, сегодня у нас, давайте по одному говорить. Давайте, если мы успеем до 1 числа, мы это делаем. Если не успеем, сегодня мы принимаем обращение, сформулируем его правильно. Вы вот сейчас выступили, мы вас увидели, мы вас услышали. Мы проработаем этот вопрос, примем решение, которое ваше с нашими совпадет. Мы выйдем с обращением, чтобы отстрочили. Ну, до этого, до 1, может быть, до 2, может быть, до 3. Прямо не знаю, не будут они прямо с 1 приходить. Давайте мы проработаем этот вопрос, мы вас услышали. У нас еще есть 50 вопросов. Сейчас еще вторая группа будет с Федько. Мы вас услышали, мы сейчас обсудим этот вопрос досконально.
и примем правильное решение в пользу вас. Как оно Пойдет в разработку. Будем, да. Старайтесь, пожалуйста. Если что, на следующий с учетом того, что Степанка рассказал, с Примарии совместно будет какая-то комиссия еще раз. Возьмем, может быть, и с ветеринарной службы там Михаил Будак, да? Кого-то вон там, представителя ихнего санэпидстанции, чтобы еще раз, чтобы у нас документировано фотографии были, собрали папку. И эти предложения можно не оставить еще на год-полтора. Что условия у вас позволяют. Единственный момент там, я так понял, что норматив должен соблюдаться. Если он близко совсем к людям, я не знаю, может быть, какие-то не дадут. Я знаю, есть у нас и даже дома где-то в глубине, где-то там возле рыбы отстроена отдельная бойня, не прямо возле соседа. Может быть, есть и такие. Давайте мы проработаем комиссионно и вам дадим окончательный ответ по вашему письму. Спасибо большое. Давай, спасибо вам. Георгий Георгиевич, у меня вопрос. Можно, чтобы или мой вопрос решился? По этому вопросу? Нет. Нет, мы сейчас доработаем этот вопрос, потом услышим. Уважаемые советники, нам надо принять правильное решение. Как сформулируем наше предложение? Уважаемый Примар. Выйти с ходатайством, с инициативой. Анна Костян, запишите, пожалуйста. Вы можете выйти с Выйти с инициативой, с ходатайством. Исполкому и Народному собранию в связи с тем, что отсутствует бойня в нашем отсутствует городе. бойня, есть обращение 70 граждан, где есть 350 членов людей проживает. То, что если мы не сможем, не, 70 семей там, да? 70 семей, Давайте мы сформулируем уже с Примарии, отправим в инстанцию Народное собрание. Степан, вы подняли руку. Мы отправим в Народное собрание, исполком эти письма, просьбе, чтобы отсрочить еще хотя бы на год. И вторым пунктом образовать комиссию с компетентными органами, там, ветеринарной службой, санэпидстанцией, советниками и работниками Примарии отдел. И сделать обследование, собрать папку, что эти бойни пригодны на некоторое время еще поработать. Идет так? Кто за это предложение? Прошу. Я думаю, сначала лучше выехать по этим людям и потом предложить. Я сейчас ставлю вопрос именно, как я сформулировал. Кто за это предложение? Прошу проголосовать. Кто за? Кто против? Воздержались? Вот теперь...